Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і нарэшце прыйшоў час пагаварыць пра эканоміку і не толькі, таму што з эканомікай звязана ўсё, і наш дабрабыт, і палітыка, а часам і вайна. Таму вітайце, у нас у эфіры аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок». Подписывайтеся, спасылачка ёсць у нас, эканамічны аглядальнік Андрей Махоўскі. Прывітанне, Андрей. День добрый. Ну что ж, раз уже сказал про подписку на канал «Беларусы и рынок», докладней программу «Оптимум», то не забывайтесь подписываться на YouTube-канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширяйте, коли для вас это бяспечна. Я кажу про необходимость подписки, потому что, ну, по-першае, это заўсёды цікава послухаць наших выдатных спикеров, по-другое, познавальна, а третье, хай себе не так часто, але с Андреем у нас это перыядычна здараецца, гэта яшчэ і весело. Таму што, ну, як яшчэ абмяркоўваць сітуацыю, калі звычайныя свінні, але такую незвычайную свінню падклалі Лукашенку. Что там здарылася? Ну что, нет, как бы Беларусь стала рекордсменом по закупкам российской свинины. Ну, это что? Это, во-первых, почему это как бы странно? Потому что мы же очень гордимся тем, что нашей едой, которая очень качественная, которую мы много продаем в Россию. Но вот со свининой получилось как бы немножко не так. Беларусь заняла первое место по закупкам российской свинины. На втором месте там, по-моему, Китай, Вьетнам. А мы там с большим отрывом опережаем. И что изменилось? Это изменилось... А раньше было же наоборот. Раньше Россия покупала свинину в Беларуси. Да? И ну, вот это на самом деле история с покупками, вот эта вот история со свининой, это такой хороший пример, как мегапроекты и мегаидеи Лукашенко превращаются, я не знаю, можно ли употреблять тут такое у себя слово, в некую субстанцию, неаппетитную, да, вот, которая, ну, в общем, как бы вот прям вот просто со свиньями, да, потому что, ну, почему у нас, вот из-за чего, собственно, нам пришлось покупать много свиней? Ну, понятно, потому что у Беларуси своей свинины не хватает. А не хватает ее из-за чего? Потому что, как бы тоже простой ответ, потому что вот это африканская чума свиней, там, да, свинки вымирают. У нас вообще там массовое вымирание свиней последние годы. Там, по-моему, 850 тысяч поголовье сократилось, вот, начиная за последние годы 3, а в прошлом году на 250 тысяч. То есть, ну, огромное. Там прям свиньи районами вымирали. Там в Воложенском районе вообще практически все свиньи вымерли. Там 80 тысяч свиней вымерло в одном районе. Вот. А почему это происходит? Ну, то есть, как бы, чума свиней, она есть везде, она же не только у нас есть, да, там вот, она и в Польше есть, там, ну, это же одна территория практически, один регион, да. Но почему так происходит? То есть, это не белорусская африканская чума? Это не белорусская африканская чума свиней, это, если помнишь, когда-то давно, еще когда там, в 10-е годы, пришла у нас эта чума свиней, там ходили по подворьям, свиней забирали у людей там и убивали. Помнишь, я не знаю, может, ты даже помнишь, была еще такая песня, я не помню, кто ее пел, но была такая песня, в ней был рефрен «Попалили усіх свиней». Ну да. Не, так я так разумею, что, ну ты ж ведаешь, что самое лепшее, самый лепший клочок земли, где просто вот, ну, жить одна радость. Ну так чума пришла, поглядела на чистые улицы, добрые дороги, крепких хозяйственников, самого Лукашенко, который вот, можно сказать, народил белорусскую нацию. И сказал, я тоже тут застанусь. Ну вот это как раз история про крепких хозяйственников, да? Почему в Польше свиньи, ну, тут тоже есть чума свиней, она везде есть. Но почему в Польше свиньи так массово не вымирают, а в Беларуси вымирают? И это история про крепких хозяйственников. Потому что Лукашенко, как человек марксист, он знает, что самое выгодное – это крупнотоварное производство. И чем оно крупнотоварнее, тем оно выгоднее, это производство. И поэтому Лукашенко приказал, у него идея фикс, строить вот эти гигантские свинокомплексы, да, десятки тысяч свиней, там, есть, по-моему, на 100 тысяч голов
комплексы, да, там 97 тысяч голов. Ну, и то есть мы понимаем, что происходит, да, если вот чума свиней, там, если у вас маленькие относительно хозяйства, фермерские, там 50 свиней, 100 свиней, допустим, да, ну, пришла к вам чума в это хозяйство, ну, умерли у вас эти 100 свиней, да, ну, вам плохо, ну, хотя, может, государство что-нибудь компенсирует за это, вот, ну, вам плохо, да, но на страну-то это не сильно не повлияет. А когда у вас чума свиней пришла на свинокомплекс, где 100 тысяч свиней, то у вас вымерло 100 тысяч свиней сразу, одномоментно. Ну, потому что все, там, где она пришла, эта чума, их уже, ну, как бы нельзя, чтобы она не распространялась, их просто надо там убивать, сжигать и все остальное. Вот, поэтому вот первая причина – это вот эта гигантомания, да, из-за которой, ну, как бы производство свинины должно было стать вроде как дешевле, но сейчас у нас может появиться дефицит свинины, потому что, ну, свиньи вымирают вот прям десятками тысяч голов, прям вот десятками тысяч, да, там. То есть это одна причина. А вторая причина, там, мы же продавали свою свинину когда-то в Россию, да, а вторая причина – это вот то, что у нас схемки закончились у Лукашенко. Потому что у Лукашенко схемки закончились. Одна схемка, была замечательная же схемка. Мы начали продавать хорошо свою свинину в Россию. Когда? Когда в белорусских водоемах эволюционировали белорусские креветки. То есть, когда Россия ввела санкции на ввоз к себе вот всей этой западной еды, да? Что делали, собственно, вот, ну, с креветками, понятно, да, белорусскими, которые эволюционировали, но что делали там со свининой и с говядиной? Мы покупали свинину, говядину в Польше, где она стоила дешевле, несмотря на все наше крупнотоварное производство, она все равно стоила дешевле. Мы покупали эту свинину, говядину в Польше, польскую свинину, говядину везли на мясокомбинаты, а, соответственно, белорусскую свинину продавали в Россию, да, и как бы, ну, и это вот было хорошо. Но потом же случились санкции, да, и мы сейчас не можем ввозить ни польскую свинину, ни польскую говядину. И, соответственно, вот схемка закончилась с продажей вот белорусской свинины, да, и, соответственно, у нас не хватает теперь свинины, и свинину приходится закупать в России. Вот. То есть вот проблема гигантомании, вот эти мега-идеи Лукашенко, которые, ну, которые он, как бы, у него же много мега-идей, и он всегда считает, что вот они очень хорошие, да, а некому ему подсказать, что вот могут быть такие маленькие нюансы в каждой из этих мега-идей. Там. Слухай, я калі пачуў эту сітуацыю пра свіней, прычым яна ж была не першая ў гэтым годзе, вот эта сітуацыя, калі раптоўна прапала нешта з краму. Адразу згадалася, ну, гэта класычная фраза Лукашэнкі, такі афарызм, як это называюць, только ўзяўся за яйца, малако прапала. Так і тут как бы сітуацыя з бульбай. Толькі ўзяліся за сітуацыю за бульбу, каб вырашыць гэтую сітуацыю, і тут свініна прапала. Можа быть, оно, конечно, не ўзаемазвязана, хотя можа і ўзаемазвязана адно з другім, вот это гігантаманія і ўвогуле манія на нараджэнне тут этих крэпкіх хозяйственников. Але чаго чакаць наступнага? Не, ну это, конечно, связано, потому что главная причина – это вот их стремление все регулировать и все контролировать, да. Ну, мы в прошлый раз говорили, что никакого дефицита картошки в Беларуси бы не было, если бы цены на картошку не регулировали. Цены, потому что как бы, ну, дефицит он вообще в современном мире невозможен. Как-то, ну, вот привезут эту картошку, если у вас есть, ну, по нормальной цене, да. Как только цены отпустили, же дефицит картошки кончился. Но то же самое и со свининой, да, то есть... Ну, привезут эту свинину из России, если они не будут пытаться держать вот цены, а в России, кстати, там сейчас начался рост цен на мясо, и из-за этого в Беларуси же тоже как бы цены на мясо начали, на свинину в том числе расти. Вот если они не будут держать вот эти цены, они там ввели ограничения по росту цен на мясо, на свинину в том числе, то не будет никакого дефицита. Ну, а если они будут держать эти цены, то, ну да, свинина там может стать... Я в это, конечно, не верю, но никто же не верил и в то, что картошка у нас может быть в дефиците, да. Поэтому... Ну, вось такая ситуация. Просто у дзеянні манія Лукашэнкі ўсё кантраляваць, ўсё рэгуляваць, і уже про крэпкіх хозяйственникаў хто толькі не гаварыў.
по-моему, Лявон Артурович нават песню адмысловую з гэтай нагоды напісаў. Але я б хацеў зараз закрануць тэму нечакана, але як вот ты мне сам патлумачыў, гэта будзе добры пераход ізноўку да беларускай тэмы, але закранем расійскую, складанасці з расійскім бюджэтам. Што там адбываецца і увогуле як это можа паўплываць на Беларусь? Да, там, в общем, как бы внезапно начали происходить такие вещи, от которых вот как бы я смотрю сейчас вот этих всех российских экономических блогеров, там, близких к правительству, да, и они просто в панике. Прям вот реально. Вот эти Z-каналы, Z-ники прям вот просто вообще паникуют. Потому что в России дефицит бюджета сейчас почти 5 триллионов рублей. Как бы, ну, первоначально по плану этот дефицит должен был быть вообще в 5 раз меньше. Да? Потом его подняли до 3,8 триллионов рублей. На год, это на год имеется в виду. Да? Но вот сейчас он почти 5 триллионов. И плохо даже не то, что он как бы больше, чем планы, а плохо то, что вот у России есть такой фонд национального благосостояния, который Путин там еще в нулевые начал создавать, да, и типа объяснялось, что это для национального благосостояния. Да? Но, как теперь мы понимаем, этот фонд создавался на войну. То есть это вот эти деньги, которые все, что они там сэкономили, все, что они не успели потратить на личное благосостояние, они складывали этот фонд в эту кубышку, и там было на начало войны 14 триллионов рублей. Вот сейчас в нем осталось меньше 4 триллионов. То есть сейчас в нем на триллион меньше, чем дефицит российского бюджета. То есть вот этими деньгами с фонда уже дефицит даже теперешнего российского бюджета нельзя покрыть. А как бы, ну, по году этот дефицит может быть, ну, самые оптимистичные такие оценки – это 7 триллионов рублей. Более реалистично это 9 триллионов рублей. Ну, то есть это большие суммы денег. Покрыть их нечем. А как бы там же российская экономика, она просто целыми отраслями там потихоньку выходит из строя. Там всем деньги нужны. Там падает производство машиностроения, падает угольная промышленность. Там в угольной промышленности вообще кошмар. Там они несут убытки 1 миллиард рублей, российских рублей в день. Даже у банков российских проблемы. Вот. То есть все они приходят и просят, правительство не приходит и просит, дайте нам денег из бюджета. Ну, а в бюджете, вот, получается, денег нету. То есть в бюджет не может увеличить расходы, чтобы их поддержать. Да? У него нету денег даже на то, чтобы свои расходы, которые были запланированы, финансировать. И понятно, на что они не будут сокращать расходы. Это только на одно. Они не будут сокращать расходы на войну. Вот как бы на войну точно не будут. А на все остальное расходы уже надо будет как-то прижимать, да. Ну и вот, я не знаю, причина путинской сговорчивости, это, конечно, его там согласие с Трампом там встретиться, да, и вот все остальное. Ну, может быть, Путин, как бы осознал, насколько плохо дела в России сейчас обстоят. Хотя я в это, конечно, не верю, потому что для этого нужно, чтобы он адекватно оценивал действительность, а как бы человек, который собирался брать Киев за 3 дня, тут с адекватной оценкой сложно. Вот, поэтому, то есть им нужно будет урезать расходы, причем сильно урезать расходы уже осенью, и они уже об этом говорят. Уже российский Минфин говорит, что мы будем сокращать расходы. Там, на войну уж мы не можем сократить, да, значит, на все остальное будем сокращать. Не будем давать там заводам и все остальное. То есть, начнут просто рушиться, валиться целые, там, я не знаю, отрасли. Прям вот. Только за полгода, да, в России стало на 40 или 50 тысяч почти меньше компаний. То есть, те, которые ушли из, там типа 95 тысяч зарегистрировано, 145 тысяч ликвидировано. И это первый раз с 22 года, когда вот случился такой, не знаю, у нас свиноцид, у них бизнес-цид. Да? Вот в 22 году было что-то похожее. То есть и вот когда Лукашенко вчера, просто мне в глаза его бросилась фраза, он вчера пожаловался, что деньги в России стали дорогие. Вот как-то нету денег у России уже на то, чтобы помочь своему союзнику. То есть поцелуя уже не хапает. Да, вот как бы, может, она бы и рада была помочь, но
вот как-то новых денег она не дает, и новых денег не хватает. Ну, там старые долги прощают, ну, и на том спасибо. Ну, Лукашенко-то нужны новые деньги. Але глядзі, вот ты узгадаў перамовы Пуціна і Трампа по згоду на перамовы, калі ўсё ж таки на перамовы гэтыя пайшлі, калі дасягнуць, ну, прынамсі там спынення баявых дзеянняў, у які ніхто не верыць, конечно, там у доўгатэрміновы мір, а можа ўвогуле адмову ад вайны назаўсёды, але спыненне вайны, ну, это значыцца, што патрэбы на вайну, ну, прынамсі у такіх аб'ёмах, як сёння, уже не будуць запатрабаваныя. Ну, да, это одна вещь, но на самом деле им же нужно будет вот компенсировать то, что было убито на войне с Украиной, там, как я понимаю себе, да, ну, потому что мы же никто не верим, что они на этот мир у них будет навсегда, да, и что... Ну, то, что было убито на этой войне, я так подозреваю, что Андрей не мае на увазе тых вот, тех, которых бабы еще нарожают. Да, это с этих нарожают, да. Я имею в виду там снаряды, танки, там какие-то пушки, вот все, что там дроны, да, вот. Причем, ну, я на самом деле, честно говоря, не уверен, что они будут сокращать даже это производство. Может быть, даже и увеличивать они его будут, ну, потому что, как бы... Ну, потому что, ну, я не знаю, веришь ли ты... типа мы тут зараз... Я не очень верю, что у Путина в голове есть идея вечного мира, да? Вот, поэтому, то есть на это они будут увеличивать. Там... Нет, я думаю, там наоборот. Ну, зараз вот мы просто дрэнна падрыхтаваліся, зараз мы вот там типа, как падрыхтавацца добра, и потом Берлин за 3 дня. Ну, вот на самом деле худший вариант, о котором может, на мой взгляд, случиться, это если сейчас вот на этих переговорах Путин добьется того, что за обмен на какие-то обещания или какую-то там приостановку чего-то, да, там не полного мира, там, а вот, ну, каких-то их наступлений, которые у них, как бы, все равно, как я понимаю, не очень хорошо-то идут, да. Ну, я не разбираюсь в военных стратегиях и тактиках, но понимаю, что не очень хорошо. Вот, в обмен на вот эту вот приостановку всего, да, он начнет получать отмену санкций, да. И вот тогда, да, это самый плохой сценарий, который может быть, потому что, потому что мы вернемся к ситуации, которая была прямо перед войной. Чекай, так санкции ж не працуют. Ну, вот как мы видим, вот только что я про дефицит бюджета рассказал, да, про российские экономики, про российские вот эти вот отрасли, которые вымирают, там, выходят из строя, прям отраслями, да, про гибель бизнеса в России, да, ну, вот как-то, да, они работают. На самом деле они работают, они прекрасно работают. То есть Россия держалась на вот этих запасах, которые она создала, потому что мы теперь понимаем, что Россия готовилась к этой войне, ну, не знаю, с конца нулевых как минимум. Да, да, я думаю, что с Мюнхенской конференции. Ну, вот с конца нулевых как раз, да, это 2008 год, да, вот вторжение в Грузию. Вот, то есть она готовилась минимум с этого времени, и поэтому и вот то, что она подготовилась, позволило ей вот как-то пережить вот это вот все благополучно, да, относительно. Но запасы кончаются, потому что, ну, там, как бы идея не была, они не думали, что они будут воевать 2,5 года. Собственно, какие 2,5? 3 года, да? Вот. И вот самое худшее, если начнут отменять санкции, то есть Россия опять начнет зарабатывать на нефти, Россия опять начнет получать вот эти вот все эти нужные компоненты, там вот эти микросхемы, вот все, что нужно для производства снарядов, там металлы, не знаю, начнет продавать газ и зарабатывать на газе еще, да? И вот она опять просто за эти несколько месяцев восстановит то, что потеряла, ну, то есть... В смысле, ну, наберет денег опять и сможет опять воевать дальше. Ну, да, санкции санкциями, але мяне уразила інфармацыя про тое, якую колькасць і на якую суму дэмакратычная і супраць вайны Японія за апошні год продала России станкоў высокадакладных, на якіх можна вырабляць вось усю гэтую зброю. Таму санкцыі санкцыямі, але удакладненне невялічкае. Калі мы кажам про, ну, патэнцыйнае верагоднае у выніку замірэння зняццё санкцый з России, будзе аўтаматычнае зняццё санкцый из Беларусі як суагрэсара, тых санкцый, якія вот як на суагрэсара былі уведены? Ну, я этого, честно, даже не знаю. Ну, откуда же я знаю? Это как бы вопрос там переговоров. Я так понимаю, что Лукашенко сейчас и пытается там ужом проскользнуть, чтобы вот как-то в этих переговорах поучаствовать, там продает себя как большого специалиста по Путину, да, что вот без меня никак, вы с Путиным не договоритесь. Ну, интервью это Time, которое было, да, оно же все посвящено тому, что он набивался на аудиенцию к Трампу, да.
Ну, прям просто все интервью. Ну, к этому балаболу, да, как он все сказал. интервью, да, но он удержаться ж не мог, потому что, ну, как бы величие же оно у Лукашенко же распухло, оно как бы давит на центры принятия решений. Он не мог удержаться от того, чтобы не поучить Трампа жизни, но он все интервью выпрашивал вот аудиенцию у Трампа, да, там рассказывал, какой он трампист, как он может объяснить про Путина. Вот, поэтому, ну, я не знаю, как это будет, будут ли снимать параллельно с Беларуси санкции, но как бы это тоже вот, ну, наверное, один из самых плохих сценариев, да, если с Беларуси будут снимать санкции, а Лукашенко в обмен не будет никого отпускать. Да, то есть, если просто с него снимают санкции, типа, опа, и все. Ну, как бы это, наверное, да, это тоже один из самых худших сценариев. Ну, вот для нас ну, и для России. Але ўсё ж таки давай вернемся к беларускаму пытанню вот с этого расійскага. Я так разумею, что у Лукашэнкі ўсё ж таки ёсць перасцярогі, что по выніку дрэннай сітуацыі з расійскім бюджэтам будзе там нешта по перамовах, не будзе, якое рашэнне по выніку прымут, куды там як там вырашаць, але ёсць перасцярогі, что его-то от этой цыцкі кремлёвской отымут финансовой. Да, там даже если санкции будут снимать, я думаю, что он как бы подозревает как минимум, что ему-то ничего от России не обломится. Ну, то есть в смысле новых кредитов, да. Ну, потому что России надо восстанавливать то, что она потеряла, ну, в конце концов. Зачем давать Лукашенко еще денег? Зачем платить там, где можно не платить, да? Куда он денется? Он же никуда от России все равно деться не может. Поэтому зачем ему платить больше, если нет никакой разницы. Прычына сённяшняй сустрэчы Лукашэнкі з Галоўчынка, кіраўніком Нацбанка, у тым ліку, ці можа найперш вот у гэтым? Да, конечно, ну там нужны деньги, Лукашенко, там Головченко назначали для чего? Для того, чтобы Головченко нашел у банков деньги и там их помог потратить белорусским властям на то, чтобы вот как на все их эти проекты. Ну вот, и Головченко, сегодня замечательно вообще было признание, Головченко сказал, что да, мы начали изымать прибыль у банков. Лукашенко сказал, молодец, как бы у банков лишних денег быть не должно. Это все равно деньги не банков, это деньги тех, кто держит депозиты. Я не понимаю, при чем тут Лукашенко, конечно, ну, то есть... К тем, кто держит депозиты. Депозиты, да, ну, как бы, если уже изымать прибыль, то давайте изымать ее в пользу тех, кто держит депозиты. Ну, окей. Вот, там что замечательно мне понравилось в этой истории, да, что... Ну, вот мы там думали, что и как бы и раньше они так это делали, там, ну, изобретали всякие схемы, ну, там, кредиты льготные, да, какие-то давали, там, субсидии, вот, покупали банки, заставляли банки покупать облигации там этих предприятий, да, а сейчас все, вот, как бы, ну, то есть вот, а сейчас просто изымаем прибыль и все, ну, и никаких вот этих монетарных глупостей уже и не надо, в общем. Слухай, патлумач вот іншае, дакладней адкажы на пытанні наших гледачоў у звязку з гэтым. Вожык Патрыёт пытаецца, у банкаў вырашылі адбіраць частку прыбыткаў, бо нібыта банкі маюць лішнія грошы, гэта што такое? Да нацыяналізацыі адзін крок. Максим дадае, урад пастанавіў забіраць лішнія грошы ў банках, што адбываецца, гэта небяспечна? Ну, то есть вот, да, ну, мы что, собственно, сейчас и говорим, да, как раз про это. Ну, то есть, да, что мне нравится в этом, это то, что они перестали стесняться. То есть никаких схем, никаких монетарных глупостей, да. Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде. И тут вот с банками, ну, вот изъятие прибыли. Насколько, пока я не могу сказать, насколько там это опасно и какие могут быть последствия, потому что, ну, нет, как сказать, ну, нет же никаких подробностей, да, мы не знаем, какую долю прибыли они изымают у банков, мы не знаем, у каких банков это касается, мы не знаем, в какой форме это происходит, но сам по себе факт, что мы не заставляем банки давать кредиты, да, не просим у них субсидий, а мы просто изымаем у них прибыль. Ну, вот это я считаю замечательно. Зой, тебе, можа быць, быў час зараз больш уважліва паглядзець гэтую там іх размову, што ў мяне тут былі эфіры, не да таго было, але тым не менш ужо дайшла нейкая такая інфармацыя, што і тут Лукашенко беглых прыплёў. Что там до чего? Беглых? Ну, что яны там в черговый раз виноваты. Да. Он там спросил, как происходит дело в экономике. Кстати, да, точно, приплел. Он спросил, как там происходит дело в экономике, и действительно ли все так плохо, как воют беглые. Ну, так вот,
это так что, ну без беглых он давай взвой нам расскажи, что без там беглых он вообще же не обходится, это ж ну просто вот, то есть ну действительно это странно, он вызвал поговорить про банки, причем тут беглые, кто ему там воет, где ему там воют, кто ему Маховский вот воет на Еврораде у себе в программе Optimum. Ну вероятно да, значит приятно смотрит, наверное. Не, ну ён же ж руки потирае, значится гэта там тое что адбываецца, тое что робіць Галоўченко, да прикладу с тымі ж самымі банками, гэта ну как бы на карысць вот там ратуе вот эту вот уникальную экономичную модель Лукашенко, ці что вот что ты своим воем зараз нам ну смотри, что такое, значит у нас банки, если говорить про коммерческие банки, да, получили за полгода прибыль 2 миллиарда рублей. Ну, то есть, если в раскладке на год, это мы получим, ну, условно говоря, 4 миллиарда, да, там, переводя в доллары, это, ну, наверное, так навскидку, 1,5 миллиарда долларов примерно, если по теперешнему курсу, ну, там плюс-минус, да, калькулятор надо посчитать, ну, так где-то примерно. Да, то есть 1,5 миллиарда долларов. Это как бы, ну, приличная сумма, да, и если ее всю изъять и куда-то направить, то, в общем, ну, можно построить еще там парочку заводов, можно свинокомплекс еще один создать. А что такое строительство там завода, свинокомплекса, еще то? Это проценты роста ВВП. У него может быть не быть прибыли, у него могут быть сплошные убытки, но само строительство проценты роста ВВП-то даст, и как бы можно будет отчитаться. Вот. Вопрос опять, в каких пределах они изымают эту прибыль? То есть, там, ну, как бы, потому что ну, часть прибыли, это же понятие растяжимое, там может быть 10%, а может быть 90%. Там, если 10%, ну, там, да, 150 миллионов, то это, в принципе, ни о чем. Если 90% у всех банков, ну, то это как бы приличная сумма, это много денег. Это поможет, ну, как минимум показать, что-то там подтолкнуть, добавить несколько там процентных пунктов роста ВВП. Ну, не то, что это как бы чему-то сильно поможет, да, но это поможет отчетам. То есть вот самое галоўнае вот якія прыгожыя лічбачки там намаляваны, ну, а может там написано как там про отрицательное всплытие. Ну так это же известно, что всегда самое главное, кто считает. Яшчэ одну тему узнімалі про трансграничные платежи. Что там и с этими платежами? Ну эта тема, я так понимаю, тесно связанная с криптовалютами, да, которую они там тоже обсуждали. Я просто предполагаю, там не очень это все пока было. Может быть, потом появятся подробности, но я так как бы предполагаю. Ну, вот тут Головченко хочет досягнуть прорывных вынікаў у задействовании криптовалют. Да, ну все просто на самом деле, потому что есть санкции, есть проблемы с расчетами. Как бы, ну, мы не можем там рассчитываться через американские банки, там, ну, вот нам, ну, как бы есть большие проблемы с расчетами. Мы вот со Вьетнамом не можем никак торговать, потому что, ну, Вьетнам боится американских санкций и говорит, спасибо, не надо. Ну, как бы, да. Да мы даже с дружественными этими среднеазиатскими странами торговать особо не можем, потому что, ну, в российских рублях торгуем. Ну, потому что тоже, как бы, они тоже не очень хотят нарываться на санкции. Вот. Поэтому что такое эти трансграничные платежи и криптовалюты? Ну, криптовалюта – это как, вот, я не знаю, как, ну, в Даркнете ты покупаешь, да? Угу. Карточкой не расплатишься, ну, в смысле, карточкой лучше не платить, а криптовалюта… Такие шерый кэш, в принципе. В самый раз нормально, да. Вот. Другое дело, что это как бы не то, чтобы было очень широко распространено, ну, скажем так, среди таких цивилизованных покупателей, да, криптовалюты, ну, потому что это тоже такие, ну, как бы страны, которые ее принимают, это тоже такие достаточно, ну, которые ведут расчеты в криптовалюте, да, это тоже такие достаточно специфические страны, да, там, ну, как Сальвадор, там, например, да, прекрасная страна, вот, но с кем-то же рассчитываться можно, да, и вот, ну, поэтому вот эта вот идея про криптовалюты, это, ну, это, во-первых, возможность проводить расчеты трансграничные, о чем они говорили. Ну, а во-вторых же у них была же идея зарабатывать, что мы будем это майнить будем и богатеть, да, у нас тут электричество дешевое. Вот. Это рынок в Абхазию ездил, нагляделся, видать. Ну, вот, да. В Молдавии же такая же история была, правда. Все это не на государственном уровне все-таки, да, а тут на государственном. Вот. Ну, это
ну, как бы это тоже идея. У нас электричество не дешевое, поэтому на самом деле... Это у нас не дешевое. У нас не дешевое. А у их там... У тех, кто будет майнить, оно будет дешевым, безусловно. А платить будут те, кто... Ну, не майнит. Те, кто не майнит, да. Ну, не Шейман же будет раскошеливаться. Да. Давай еще тему инфляции обмяркуем. Что там отбывается с инфляцией? Ну, смотри, да. Если коротко, она выросла. Ну, как-то подводная лодка, которая утонула. Да. Вот. То есть в июле она выросла совсем чуть-чуть, в годовом выражении там было 7,3, стало 7,4. Это как бы пустячок, там 0,1 там, да, процента. Но проблема в том, что она вообще-то не должна была вырасти в июле. Потому что вот июль и август – это два такие месяца, это сезон низких цен. Ну, там все просто, да, появляются там свежие огурцы, помидоры, там перчики какие-нибудь, да, и цены на них падают. Вот. И это всегда происходит сезонное снижение цен, вот эти 2 летних месяца. И поэтому инфляция, вот, например, в прошлом году в годовом выражении, она снизилась. То есть там за месяц был прирост, но в годовом выражении снизилась. А в этом году она выросла. Хотя сезонное снижение цен, оно было. Вот, там, ну и прилично там подешевели, я смотрел по каким-то продуктам, там капуста на 30% подешевела, да, там помидоры на 16%, но просто как бы проблема в том, что накопился уже вот такой этот инфляционный навес, да, когда вот само сезонное снижение цен на продукты, оно уже инфляции помочь не может, потому что оно компенсируется ростом цен в других, ну, отраслях, да, ну, там как бы что там больше всего подорожало? Подорожали то, что называется услуги, и подорожало то, что... Причем услуги, вот, которые, как бы, за которые государству надо платить. То есть, ну, государство подняло тарифы, да, там, на водоснабжение, на какую-то коммуналку, еще на что-то там такое. Ну, и почему оно сейчас их подняло? По очень простой причине, потому что сейчас сезонное снижение цен, и в этом... Ну, и как бы и тогда инфляция будет не такая заметная. Ну, понимаешь, да, там с одной стороны цены на вот эти сезонные овощи снижаются, да, поэтому можно поднять цены на услуги, ну, на коммуналку можно поднять цены чуть-чуть, вот, и тогда инфляция будет не такой заметной. Ну, потому что как бы надо их поднимать, потому что вот, ну, накопился большой запас. И вот там Нацбанк объяснял, что вот недавно буквально, что у нас главная причина инфляции – это рост цен в России. И, в принципе, это правда. Ну, действительно, рост цен в России влияет на белорусские цены. Но интересно, что вот в России инфляция в июле снижалась, в отличие от нас, а у нас росла. Потому что мы просто как бы догоняем этот уровень цен. Вот, до речі, я тут читаю навіну ну вот таксама гэта ж, я так разумею, падчас сустрэчы Лукашэнкі з Галоўчынка, і ідзе інфармацыі. Так, у Беларусі працягвае больш хуткімі тэмпамі расці інфляцыя, асабліва заметна даражаюць прадукты харчавання і безалкагольныя напоі. Ну і далей растуць, значыцца, кошты, лідары продаж там, лідары роста. Ну, але цікава, што на якія тавары найбольш заўважна падскочылі цэны. Апроч там садавіны, гародніны, гэта сялёдка, шакалад і какао. То есть малако таксама прыбавіла ў цэне, кефір, сметана, слівачнае масла і гэтак далей. Ну і робяцца высновы, што, ну, как бы, калі шоколад, какао, молочные продукты, то адпаведна падаражаюць там все это цукерки, розныя там пончики, пирожные и все астатняе. Вот зараз со свінінай разобраўся, взяўся за свінину, а пирожные с шоколадками пропали. Ну, да, не, ну смотри, ну то, что шоколад дорожает и какао, это понятно, это просто как бы, ну, просто мировые цены на них растут, там не урожай, плохой урожай, кофе вот еще дорожает, да, и ждут дефицита кофе. То есть там понятно, почему они дорожают. То, что в Беларуси, ну вот будут ли в Беларуси дорожать сладости, это как бы вопрос, потому что на сладости-то у нас цены опять регулируют. Вот. И я вижу тут два варианта. Ну, нет, три варианта. Ну, один вариант, они все-таки будут чуть-чуть меньше регулировать, и сладости действительно начнут дорожать. Другой вариант, они будут регулировать, как регулировали раньше, и чтобы вот
как бы вот эти фабрики, чтобы компенсировать просто свои потери, да, ну, они начнут добавлять там, ну, условно говоря, я не знаю, пальмовое масло, да. И уже добавляют. Ну, на самом деле уже добавляют, уже белорусская коммунарка, она давным-давно испортилась, да, и уже это вообще как бы совсем не та коммунарка, которую мы когда-то знали, да. Ну, да, легендарное качество, оно уже давно кончилось. Ну, вот они будут делать это легендарная тоже... пальмовая якость, ну, все нормально. Вот, да. И как бы, а поскольку, ну, это тоже имеет какой-то предел вот, ухудшения качества, да, то, ну, да, возможный вариант, что они просто начнут пропадать, если цены будут дальше регулировать. Ці бачыў ты вот новае даследаванне, ці дакладней там інтэрв'ю ці аналіз супрацоўніка бюрок Харитончыка з нагоды таго, што чакаць па коштах і вот да чаго прывядзе гэтая спроба рэгулявання цэну? Ну, вот буквально чуть-чуть. Я, честно говоря, не успел его посмотреть. Как бы, как это называется, у меня зеркало напело. Ну да, так яно і ёсць, але все ж таки твоё меркаванне зараз вось гэтыя апошнія сітуацыі з той же самой свінінай, з той же самой бульбай, там з усім астатнім, ну прывуць, ну как бы дадуць зразумець Лукашенку і тым чыноўнікам, якія адказныя все ж таки за эканоміку, за кошты регулявання, что регулировать не треба. Ну, они за 30 лет ничего не поняли. Я не думаю, что они сейчас что-нибудь поймут. Да. Я думаю, ну, что, ну вот что... за 30 годов ну, у нас не отрымалось, ну вот на 31-м, 33-м уже повинно. Да, но это же он же постоянно так делает. Вот, ну, там, господи, сколько раз белорусская экономика делала тонкие намеки о том, что цены регулировать не надо. Ну, я молчу про все эти тонкие намеки в 90-е, да, которые мы пережили, там и инфляция, да, и вот все дефициты 90-х. Ну, вот там, какой год? 2011 год цены были сколько? Больше 100% инфляция у нас была. 2015 год... То есть это все тоже потом все был отложенное следствие ценового регулирования, да. На какое-то время им этого урока хватало, но потом как-то вот, ну типа, у нас же актуальная, у нас же уникальная совершенно система ценового регулирования, мы же можем всех обмануть, в том числе. Нам же не до законов, и не до законов экономики тоже. Поэтому не, я не думаю, что это его чему-нибудь научит. Ну, 30 лет человек не научился. Уже поздно как бы учиться, уже не в том возрасте. Не ведаю, наколькі ты вот гэты аспект как бы моніторыш і у курсе, але мяне троху ну, как бы так уразіў загаловак і лічбы, якія у ім таксама названыя. Гэта про тое, что кошт квадратнага метра жылля у Мінску прынамсі ну вылетае ў космос, тому что нават самыя простыя там это аднушачки 2000 за квадратны метр долларов. 2000. Да. Это что, про что сведчыць? Побагацелі беларусы, готовыя платить любой кошт, ці там наадварот как бы попрыязджалі богатые россияне, а может быть с арабских эмиратов вырашылі на клочок этот земли перабрацца сюды. Вот что отбывается? Ну смотри, я честно, я просто сразу скажу, что я не специалист по рынку недвижимости, и это специфический рынок, и там нужны специфические знания, чтобы понимать, что происходит. Чисто так навскидку, как не специалист и человек, в общем, далекий от рынка недвижимости, я бы предположил, что, ну, во-первых, растут зарплаты, да, ну, растут, в принципе, доходы у людей. Соответственно, если у тебя зарплаты выше становятся, то ты можешь взять больше кредит в банке. Это раз. То есть это одна вещь, да? Ты, ну, как бы больше возможностей купить. А вторая – это то, что способов-то сбережения вообще не осталось никаких. Ну, то есть еще там до какого-нибудь 21-22 года, 2020 года способ сбережения был это держать валютные вклады в банках. Ну, нормальный способ сбережения, да, там. Ну, сейчас валютный вклад в банках ты на нем теряешь, потому что там такие, ну, такие символические проценты, а в некоторых банках бывает даже вообще переводят на отрицательные проценты, когда ты платишь, да. То есть, ну, сберегать в валюте, ну, как бы это... уже не сбережешь. Никаких других способов в Беларуси вот сохранить, там, не знаю, сохранить просто свои деньги, ну, в смысле, чтобы они там, не знаю, не лежали, не плесневели под подушкой, да, надежно, их нету. Поэтому, ну, вот недвижимость – это такой
Ну, в принципе, единственный способ инвестиций для там, обычного человека, у которого есть какое-то количество там, более или менее денег. Опять же, если ты берешь кредит, так, всегда есть надежда, что белорусским рублем что-нибудь случится, и потом как бы ты не будешь его отдавать. Вернее, будешь, но уже не столько. Это так, это просто такие самые общие соображения, потому что там могут быть как бы специфические какие-нибудь факторы, которых я просто не знаю, потому что в этом рынке не разбираюсь. Потому что исходя вот из этих соображений, о которых я говорил, да, вроде, чисто теоретически цена метра сейчас должна идти вниз, а она, я так понимаю, идет вверх все равно. Вот, то есть, как бы опять, это, я просто в этом, не разбираюсь в этом рынке. Это только общие соображения такие. Добра, давай мы на завяршэнне закранем яшчэ одну тэму, у якой ты ўсё ж таки эксперт. Тым больш, што мы зараз гэтае слово, кодавае слово назвалі долар. Да. Так вот, я читаю навіну про тое, что на торгах сёння 12 жніўня долар патанеў. Патанеў там, можно сказать, там 0,0% до 2,97, евро падаражаў до 3,44 и гэтак далей. Але вот все одно вот каля 3, вот то сюды, то туды, нейкая такая вот драбяза, але про тыя росты, перакрочванне ад знаку 3 і далей, как-то вот размовы не ідзе, хоць пэўныя эксперты прадказвалі, што па восені гэты працэс все ж таки будзе адбывацца. Ёсць сведчанне того, что все ж таки па восені варта чакаць, что отбывается? Да, смотри, я как бы делал этот прогноз еще весной и говорил, что осенью доллар будет 3 стоит в Беларуси 3,4-3,5 рублей. И я от него не отказываюсь. Что тебе дае подставу для своих перекований? Да, простая арифметика. Вот, простая арифметика. Смотри, как бы мы же очень сильно зависим от российского рубля, да, и, собственно, белорусский рубль идет вслед за российским, да, мы это все как бы знаем уже даже, и обсуждать-то особо. Сегодня российский рубль подорожал. Могут быть маленькие колебания, понятно. В смысле, глобально там тренд, это просто взаимосвязано. Вот. Российский рубль сейчас очень сильно переоценен. Вот то, что я рассказывал про дефицит российского бюджета, да, вот эту проблему можно чуть-чуть решить, если девальвировать российский рубль, потому что вы тогда начнете получать большие доходы в рублях, продавая свою нефть. То есть продают за доллары, да, потом обменивают, и, есть как бы, соответственно, если доллар будет стоить дороже, вы больше рублей получите, больше бюджета отдадите. Вот. Сейчас в России есть такой абсолютный консенсус. Я не говорю там про экспертов всяких, я говорю про российский бизнес, промышленников, российских банкиров, которые говорят, что нормальный курс для российской экономики, при котором она более или менее будет хорошо себя чувствовать, это 95-100 рублей за доллар. Вот, то есть, на самом деле, там мало кто понимает, почему он, этот российский рубль, держится. Вообще никто не понимает, на самом деле, почему он держится. Да? Вот, но нормальный курс – это 95-100 за доллар. Вот это ненормально. Трамп помогает, я так ненормальность, думаю. Там есть много как бы, таких факторов психологических, геополитических, да. Но вот эта ненормальность, она как бы долго не продержится. И, в смысле, долго не продержится. То есть 95-100 рублей за доллар – это вот нормально для российского рубля. А при 95-100 рублях за доллар, это вот соответствует белорусскому курсу 3,5 рубля. Слушай, а калі вот дзеянні Трампа, я ж не просто так вот ляпнула бы ляпнуть, дзеянні Трампа ўжо было заўважана раней, прыводзілі да страты даверу да долара, падзення курса. Калі вот ізноўку што-небудзь такое ўтварыць, калі ізноўку гэты давер, гэты курс паляціць уніз. Смотри, я бы сказал, что да, тут вот почему никто не любит давать прогнозы конкретно по соотношению валют, потому что тут всякие глупости могут на них повлиять. Но я бы сказал так, что, честно говоря, по-моему, первый раз крах доллара, если я не ошибаюсь, предсказали в Советском Союзе в 1948, кажется, году. Вот. И ничего.
Я все ж таки думаў, что ты ад самага главнага прагназіста Лукашэнкі скажешь, калі ён там нет, они все жалкие пигоны. Это, по-моему, 48-й год. Ну, то есть, до 50. Это было при Сталине еще. Первый раз предсказали совершенно обоснованно, расписав, как это будет и почему, что это спекулятивная валюта, все дела. Его предсказали вот еще во времена Сталина, крах доллара. Поэтому я думаю, что как бы доллар пережил Сталина, я подозреваю, что и с Трампом он тоже как-нибудь справится. То есть, могут быть какие-то колебания. С Трампом-то он справится. Да. А вот с твоим прогнозом про 3,4... могут быть какие-то колебания, поэтому я и не говорю, что там, 15 сентября будет курс 3,4. Я говорю осторожно, осенью. Вот. Потому что, 15... А в осень это все ж таки 3 месяца, да? Да, есть еще время, да. Я поэтому осторожно говорю осенью, вот, потому что 15 сентября он всякий может быть. Давай тогда вот до осени мы тут как заканчивая нашу размову, твоей трошкой прогнозу. По доллару ты сказал, по осени что чакать, что по инфляции чакать, и что ты раешь вот белорусам в этой ситуации? Смотри, по инфляции, смотри, опять, если не случится ничего плохого или, наоборот, ничего очень хорошего, да, как вот если все, потому что, там, если отменят санкции, это будет одна история совершенно, да. Если там введут против России какие-то новые санкции, российская экономика начнет там схлопываться, это совсем другая история. Вот если все будет более или менее так, как теперь, то я бы сказал, что, инфляция по этому году, это 9-10%, наверное, Беларусь ожидает, да. Порядка 10%, потому что это, опять достаточно просто посчитать, потому что это, в принципе, размер дефлятора ВВП 10,5% он составляет. Это то, насколько вот цены должны в экономике вырасти. Они не растут, потому что их контролируют, но это то, насколько они должны быть. Вот. То есть инфляция, 9-10% на конец года. В августе, кстати, возможно, все-таки будет дефляция. Это будет, кстати, очень важный август, мне кажется, для белорусской инфляции, потому что август – это вообще месяц такой очень антиинфляционный, вот традиционно всегда. И если в августе будет тоже инфляция, хотя бы чуть-чуть цены вырастут, это значит, что как-то вот и контролировать их уже не особо получается. Добре, яшчэ один важный прогноз я попросил бы тебе. Скажи-ка, ласка, по осени нафту все-таки знойдут в Беларуси? Обязательно. И нафту, и газ, и алмазы. А если есть алмазы, то и золото там где-нибудь себе будет. И платину, и уран. А самое главное – биткоины. Самое главное, что в Беларуси найдут, это биткоины. Вот биткоины майнить будем, богатеть. Зачем нам эта нафта? А вы мне рассказывали, навошта нам другая атомная станция? Биткоины, конечно. Ларчик-то просто открываўся. Конечно. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я с радасцю кажу, што яшчэ не апошні раз у нас у студыі эканамічны аглядальнік, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы и рынок». Подписывайтесь, посылочка у нас есть у комментарии. Андрей Маховский. Дякую вялікі, Андрей. Спасибо. Сустрэнемся неўзабаве праз пэўны час ізноўку прааналізуем все, что адбываецца, каб не пропустить гэты наш наступны эфир. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорада. Ставьте падабайкі, націскайте на звоночек. Расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. И наш другі YouTube канал «Навокал» таксама раю. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.